الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 48-й грех. Аль-багью, переход границы, несправедливость можно перевести. Попирание прав другого человека. Аллах Та'аля говорит, описывая верующих: «Валлазина иза асабахумуль багью хум янтасирун». И они такие, если к ним относятся несправедливо, они мстят. Если к ним относятся несправедливо, они мстят. То есть мстят, имеется в виду, возвращают себе свое право. Не ходят униженными. Не ходят так, что их унижают, попирают их права, а они в ответ ничего не делают. Но при этом Аллах Субханаху ва Тааля говорит дальше: «Ваджазау саййатин саййатун мислюха». И воздаянием несправедливости является подобие ему. То есть, если к тебе отнеслись несправедливо, если твое право отобрали, то твоим правом является отнестись к этому человеку подобно, не больше этого. В рамках того, что Аллах Субханаху ва Тааля разрешил. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. А если к тебе отнеслись несправедливо, и ты простил, и при этом не просто простил, и все, ва асляха, и исправил положение. То есть этот человек понял, осознал свою ошибку. После того, как ты его простил, этот человек не будет больше попирать права других, не будет больше относиться несправедливо по отношению к другим. Ты исправил его, исправил положение между вами. Фааджруху аля Аллах, то Аллах Субханаху ва Тааля награду берет на себя. То есть тут Аллах Субханаху ва Тааля указывает, то, что есть ислях, это исправление, это приведение человека, общества к лучшему. И это является обязанностью каждого мусульманина. И есть прощение. Ислях – это является обязательным. Прощение является желательным. И если они начинают в каком-то месте противоречить друг другу, то есть бывает, человека прощают, а он не исправляется, он еще хуже становится, то Аллах Субхану Тааля тут указывает в этом аяте, говорит, тогда не надо прощать. Потому что прощение само, оно желательное действие, оно побуждаемое действие, но не фарзом является, не ваджибом является. А ваджибом является как раз это ислях, это исправлять общество, исправлять себя, исправлять семью, приводить к лучшему. И если это твое прощение не приводит к тому, что человек исправляется, не приводит к тому, что мусульман начинают уважать, а приводит к тому, что наоборот мусульман начинают не уважать, мусульман начинают, они и так прощают, начинают их попирать, начинают их унижать, начинают пользоваться этим, то здесь прощать нельзя. Как Аллах Субхану Тааля говорит:
И это и качеством верующих является «валлазина иза асабахумуль багью хум янтасирун». И если их постигнет несправедливость, они возвращают себе свои права. Они не ходят униженными. Но, естественно, есть это, рамки дозволенного. Рамки дозволенного. «Валиман интасара ба'да зульмихи, фауляйка ма алейхи мин сабиль». И Аллах Субхану ва Тааля говорит, нельзя порицать тех, кто потребовали свои права после того, как были унижены, после того, как их права отобрали. Нельзя их порицать, если они идут и требуют свои права. Если они пытаются как-то защитить себя, пытаются как-то вернуть себе свои права, то Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фауляйка ма алейхи мин сабиль», то таких людей нельзя попрекать, упрекать. «Иннама сабилю аля аллазина язлимуна нас». Попрекать надо тех людей, говорят, которые относятся несправедливо по отношению к людям. «Ва ябгуна фил ард», и переходят всякие границы дозволенного. Находясь на земле, переходят границы дозволенного, без права на это. «Уляика лахум азабун алим». Таким людям, которые к людям относятся несправедливо, которые кичатся над другими людьми, считают себя выше, которые переходят границы, «Уляика лахум азабун алим», им будет мучительное наказание. Аллах Тааля говорит, обещает. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Инна Аллаха ауха илейя ан тавадау». Аллах Субханаху ва Тааля ниспослал мне и сообщил, ан тавадау, будьте смиренными. «Хатта ля ябгия ахадун аля ахадин». Так, чтобы быть смиренным, так, чтобы один из вас не относился несправедливо по отношению к другому. И один из вас не кичился над другим, не считал себя выше, чем другой. И пророк, саллаллаху, и приходит как хадис, но некоторые ученые говорят, что это более правильно, то, что это слова Ибн Аббаса, двоюродного брата пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ученого из среди сподвижников. «Ляу бага джабалун аля джабалин ля джа'аля Аллаху аль-багия минхума даккан». И в пример Аллах Субхану ва Тааля приводит и говорит, если одна гора отнеслась несправедливо по отношению к другой горе, то Аллах Субханаху ва Тааля несправедливую сравняла бы с землей. То Аллах несправедливую из них сравняла бы с землей. То есть указывает на величие, на то, что этот грех очень и очень большой. И большинство грехов связаны вот с этим грехом, истекают из этого греха. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупредил и сказал, «Ма мин занбин адждара ан юаджира Аллаху ли сахибихи l'укубата фид дунья ма'a ма яддахиру Аллаху лаху фил ахирати мин аль-баги ва кати'ати ар-рахим». Нету греха более достойного, чтобы Аллах ускорил наказание для совершившего этот грех в этом мире и оставил бы еще наказание на судный день, чем баги, это зулм, это несправедливость, и кати'атур рахим, это порывание родственных связей. То есть вот эти два греха, за эти два греха пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах говорит, что Аллах ускорит наказание в этом мире, но наказание в этом мире не будет ему прощением для грехов, и он оставит еще наказание на судный день. И он еще оставит наказание на судный день. Это баги, зулм, то есть несправедливо относиться, переходить границы, которые установил шариат, а шариат вам на многие вещи установил границы, на все даже, можно сказать, установил границы. И порывание родственных связей.
порывание родственных связей. Приводится хадис, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Уззибат имраатун фи хирра, саджанатха хатта матат». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: была наказана женщина по причине кошки, которую она заперла, пока та не умерла. Эта женщина получила наказание из-за животного. То есть несправедливость может быть по отношению к людям, несправедливость может быть по отношению к животным, несправедливость может по отношению ко всему. И по отношению ко всему у Аллаха субхану тааля есть положения, и эти положения должен знать мусульманин. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, женщина была наказана огнем адским по причине кошки, которую она заперла, пока та не умерла. «Ля хия ат'аматха ва сакатха». Она, говорит, не кормила ее и не поила. Раз, говорит, заперла, она заперла ее и при этом не кормила и не поила. И не выпустила на волю, чтобы та кушала мин хашашиль арде, чтобы та кушала грызунов. Чтобы та кушала грызунов. Бухари и Муслим приходит. То есть по причине животного. И тут также от Ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, приводится хадис: «Ля-ана Расулуллах». Вот это еще одно устрашение. Проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что такое проклял? Это значит, попросил Аллаха, чтобы Аллах отдалил от своей милости этого человека. Чтобы Аллах отдалил от своей милости этого человека. Ля-анат – это отдаление от милости Аллаха. Ля-ана Расулуллах, проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ман иттахаза шай'ан фихи руху арадан. Проклял тех, кто выбирает целью кого-либо, в ком есть душа. Целью имеется в виду для стрельбы, для кидания камней. И для этого можно привести, например, коррида испанская, когда быка держат несколько дней, потом не кормят его, чтобы у него гнев появился, а потом выпускают и кидают в него острые вещи, пока у того не закончатся силы, воли, и потом человек выходит и как будто бы герой протыкает его. Или же, например, в Индонезии есть петушиные бои, на петухов на ноги надевают железные крючья, всякие лезвия, и потом двух петухов заставляют друг друга убивать. Или же охота, когда человек охотится не для того, чтобы приобрести это животное, не для того, чтобы его покушать, не для того, чтобы использовать его мех, а просто для того, чтобы поразвлекаться и пострелять. И после этого он ему не нужен. Выкидывает. Тут таких людей пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проклял. Нельзя наказывать, нельзя мучить животных. То же самое рыбалка, можно сказать. Некоторые рыбачат, вытаскивают рыбу и опять ее выкидывают. Нельзя так. Если рыбачишь, то кушай то, что поймал. Приводится хадис, где Абу Мас'уд, не Ибн Мас'уд, не Абдулла ибн Мас'уд, а Абу Мас'уд. Это Утба ибн Амр, его имя. И он говорит: я взял плеткой и ударял этой плеткой своего раба. И услышал сзади себя голос. Но из-за своего гнева по отношению к рабу я не распознал и не обращал на него внимания. Однако голос все повторялся и произносил: «Знай, о Абу Мас'уд, знай об Абу Мас'уд, знай об Абу Мас'уд». И после того, как мой гнев, говорит, спал, я услышал этот голос и увидел то, что это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и моя плетка упала от страха перед ним. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха акдару алейка минка алейхи». Аллах имеет больше власти над тобой, чем ты над ним.
Аллах имеет больше власти над тобой, чем ты над ним. То есть ты его наказываешь, а Аллах тебе за это для наказания тебя имеет больше власти. И я сказал, я никогда не ударю раба, я никогда не ударю после этого раба. И после этого я сказал, о посланник Аллаха, он свободный ради Аллаха, то есть я его освобождаю ради Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы ты так не сделал, то тебя бы постиг огонь. Если бы ты так не сделал, то тебя постиг бы огонь. А это раб. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман дараба гуляман лаху хаддан лям ятихи, ау лятамаху фа инна кафаратаху ан ю'тикаху». Тот, кто ударил своего раба, наказывая за то, что тот не совершил, или ударил ему по лицу, то прощение этому будет освобождение его. То есть освобождение не является обязательным, но желательным в этом случае, как приводит хадис в Муслиме. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в сборнике Муслиме приводится, «Инна Аллаха ю'адзибу аллазина ю'адзибуна ан-наса фид дунья». Аллах будет наказывать тех, кто наказывает, тот, кто наказывает людей, то есть причиняет страдания людям в этом мире, в дунья. То есть Аллах будет причинять страдания тем, кто причиняет страдания людям, сказал, в дунья. То есть не сказал даже верующим, мусульманам или людям, просто в общем. Также однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходился рядом со ослом, на лицо которого была поставлена метка огнем, то есть железом раскаленным. Раньше ставили метки, и сейчас их ставят. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, проклял Аллах того, кто поставил метку на него. И, как ученые сказали, имеется в виду то, что как не разрешается ударять по лицу человека, также не разрешается ударять по лицу и морда, или сказать, животного. И также метки нельзя на лицо ставить, нельзя какие-либо действия, которые бы мучительные действия по отношению к животному, также и нельзя вот эти метки ставить на лицо. Также нельзя эти метки ставить на лицо. Нет, это номерует разрешено, а лицо само нет. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто убил муахидатан бигайри хаккиха лям яджид раихат аль-джанна фа инна раихаха ля юджиду мин масирати хамси миати амин. Тот, кто убил муахида. Муахид — это с кем есть мирный договор у мусульман. Тот, кто понадеялся на то, что ты мусульманин, на то, что ты верующий, и думал, что в безопасности, а если мусульманин убил его без права на это, то пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то он не почувствует запах рая, а его запах чувствуется, ощущается от расстояния 500 лет пути. 500 лет пути, то есть в день где-то это, если проходится 80 километров, пускай на верблюде, вот умножьте на 365 и потом умножьте еще на 500. Вот столько километров. Аллаху акбар, Аллах.